Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как на Кремлевской дамбе перевернулась иномарка. Я рулем сейчас играл на повороте, и, получается, машину понесло. Почему она заинтересовала автоинспекторов? Обострение отношений. Я думаю, это адекватный ее поступок, потому что она привернула. Мужчина, придя домой, получил удар ножом от своей гражданской супруги. А также закрыли в момент расцвета. По поводу этих компьютеров, что можете сказать? 4 казанца обвиняются в организации незаконных азартных игр. Это и не только. Прямо сейчас. Чудом остался цел и невредим. Автомобиль Kia Ceed перевернулся на крышу сегодня днем на Кремлевской дамбе. По рассказам водителя, его подрезала черная Kia Rio, после чего иномарка влетела в отбойник и опрокинулась на крышу. Предполагаемый виновник не уехал, вину признал, несмотря на то, что столкновения не было. Когда автомобиль перевернули, внимание автоинспекторов переключилось именно на него. Почему, знает Нафиса Минязова. Начало шатать, я уже не помню. Тот самый момент, когда машина опрокинулась на крышу, мужчина вспоминать не хотел. Говорит, было страшно, будто весь мир перевернулся перед глазами. В буквальном смысле. Все произошло на Кремлевской дамбе в самый час пик. Я вот ехал со стороны, цирка. На повороте меня Kia Rio черная подрезала. Как-то в полосу, он, не знаю, перепутал. Я рулем сейчас играл на повороте, и, получается, машину понесло. Затем иномарку отбросило в отбойник. Удар был такой силы, что автомобиль отлетел и опрокинулся на крышу. Водитель признался, выйти из машины смог без труда. Другие участники дорожного движения останавливались и предлагали свою помощь. К слову, первым, кто остановился, был сам предполагаемый виновник. Мы зарисовали схему, он остановился, сейчас уехал пока, говорит, по работе. И сейчас эвакуатор жду. Водитель подрезавшего автомобиля марки Kia Rio свою вину признал полностью. После зарисовки схемы ДТП он покинул место происшествия, но обещал вернуться. А водитель перевернувшегося автомобиля за помощью к медикам обращаться не стал. Ссадины на его руках и губах счел несерьезными, возможно, из-за сильного стресса. Но и этим только все не закончилось. Понервничать пришлось и после того, когда автомобиль поставили на колеса. Автоинспекторы, заметив, что иномарка была тонирована не по ГОСТу, выписали штраф в отношении водителя в размере 500 рублей. Нафиса Минязова, Вызов 112. Ехали навстречу друг другу в полной уверенности в своей правоте. Део Некси и Лада 14-й модели столкнулись поздним вечером на пересечении улиц Ершова и Гвардейская. Оба водителя считали, что ехали на разрешающий сигнал светофора. Их объяснение в материале Сергея Хайдарова. Есть перед, да. А срезать и делать на... После аварии на место происшествия приехали родители одного из водителей. Несмотря на довольно сильный удар, их сын, как и второй участник происшествия, обошлись без помощи медиков. Куда меньше повезло автомобилям. Обе машины получили сильные механические повреждения и не могли двигаться своим ходом. Водители же принялись объяснять, как так произошло. Я ехал на зеленый. Он, видимо, тоже на зеленый. Не знаю, может, мигающий был. Получается, на встречу друг друга в лобовое врезались, да? Ну, не в лобовое, я ему в колесо вперся. При визе иномарки молодой человек нажал на педаль тормоза, но было уже слишком поздно. Для второго водителя внезапное появление «Лады» также стало неожиданностью. Он отметил, что с улицы Гвардейская планировал повернуть налево, но маневр закончил не так, как хотел. Ну, у меня зеленый сгорел. Поворачивал, там машина остановилась, 2 штуки. И он пролетел, даже тормозить ничего не успел. Ну, он на красный включается, у меня не зеленый был уже. Там потому что еще 2 машины остановились, потом я поворачивал. А он пролетел нормальную скорость, вот не знаю сколько. Автомобилисты остались дожидаться на месте сотрудников ГИБДД. Возможно, подтвердить правоту одной из сторон помогут камеры, установленные на этом перекрестке. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Honda Civic и Lada Kalina столкнулись ночью на пересечении улиц Восстания и Восход. По предварительной версии, оба автомобиля двигались навстречу друг другу. На перекрестке водитель отечественной машины повернул налево, из-за чего и произошло столкновение. Оба участника аварии не признавали свою вину, перекладывая ее друг на друга. Приехавшие на место автоинспекторы посоветовали водителям зарисовать схему и освободить проезжую часть. Отношения обострились настолько, что в ход пошел нож. Медики и полиция сегодня съехались к одному из домов на улице Гастелло. Сообщение о ножевом ранении поступило в скорую помощь, но вместе с медиками на место происшествия приехали и правоохранительные органы. Пострадавший молодой человек сознался, был ранен гражданской женой. При этом ее действия считает адекватными и претензий к своей второй половинке не имеет. О причинах конфликта Нафиса Минязова. Я приехал домой сегодня, и у меня девушка с ножом
пырнула меня. Несмотря на окровавленную руку, винить свою возлюбленную мужчина не стал и рассказал, почему у них вдруг резко обострились отношения. Я думаю, это адекватный ее поступок, потому что она привлекла меня, потому что я ночь не появлялся дома. Рассказывать о мотивах, побудивших женщину взяться за нож, она сама не захотела, но мужчина признался, что виноват сам. Во-первых, пришел домой только утром, во-вторых, находился в нетрезвом состоянии. Сам я на самом деле неадекватный человек, потому что нахожусь в алкогольном опьянении, правильно? Это тоже войдет в кадр. Медиков вызвал сразу, но не ожидал, что вместе с врачами приедут полицейские и следственно-оперативная группа. Приехали медики, приехали сотрудники милиции, провели обыск в квартире, незначительный, визуальный. Ничего такого не нашли дома. Ничего страшного не увидели и медики. Оказав мужчине помощь на дому, причин госпитализировать его они не нашли. Сам же пострадавший радовался одной вещи, что в момент конфликта дома не было их малыша. Ему годик всего лишь, он находится с бабушкой. Ребенок в это время дома не находился? В данный момент нет. Писать заявление на свою гражданскую супругу молодой человек не стал. Он объяснил это тем, что у них есть маленький ребенок, и зла он на свою возлюбленную вовсе не держит. Навсегда меня зовут Самигулин, вызов 112. В отношении главы исполкома города Болгар Алексея Тюленева возбуждено уголовное дело по статье «Превышение служебных полномочий». Как установили сотрудники Управления экономической безопасности, в июле 2015 года Тюленев со своими знакомыми незаконно заключили договор социального найма квартиры в одном из домов на улице Ленина. При этом он знал, что дом признан аварийным и будет расселяться. В дальнейшем на основании этого договора площадь была приватизирована, и после изъятия данного жилья его владельцы получили компенсацию в размере 187 тысяч рублей. Как установили полицейские, в феврале 2012 года он со своей знакомой заключал аналогичный договор социального найма квартиры в аварийном доме на той же улице. Оперативники подразделения экономической безопасности также выяснили, что на момент заключения договора женщина не нуждалась в улучшении жилищных условий. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий не стояла. Более того, на тот период времени у нее в собственности имелось иное жилое помещение. На основании вышеуказанного договора социального найма женщина приватизировала данную квартиру и в дальнейшем незаконно получила компенсацию – более 300 тысяч рублей. В настоящее время Алексей Тюленев задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. 4 жителя Казани обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр. Казино находилось в Московском районе и привлекало клиентов бесплатными напитками, хоть прохладительными, хоть алкогольными. Затраты, видимо, окупались с лихвой. В момент рассвета конторы их деятельность пресекли полицейские. Подробности у Алии Хайруддиновой. У вас документы паспорта есть с собой? На кадрах оперативной съемки одна из подозреваемых. Ее назначили на роль администратора игорного заведения. Она и еще 3 мужчин обвиняются в организации этого незаконного бизнеса. По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемые с целью проведения незаконных азартных игр арендовали помещение по улице Восстания города Казани. Для привлечения клиентов предполагаемые организаторы устраивали конкурсы и разливали бесплатные алкогольные и прохладительные напитки. Это заведение успешно работало в течение 4 месяцев. В январе преступная деятельность была раскрыта. С места происшествия сотрудники подразделения экономической безопасности изъяли банковские карты, сотовые телефоны, системные блоки и мониторы. Всех 4 подозреваемых задержали. В настоящее время Следственный орган Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан им предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр. 3 подозреваемых на время следствия находятся под домашним арестом, а в отношении одного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Алия Хайруддинова, Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Альбира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.